І вже з нами на зв'язку Євген Яренцев, боєць батальйону «Айдар», якого теж судили і вже випустили. Пан Євген, доброго вечора. Доброго вечора. Пан Євген, розкажіть, що сталося на Херсонщині, чому саме затримали та скільки зараз затриманих є, як відбувається ситуація на Херсонщині? На данный момент проходит суд, и уже 3 человек из 5 задержанных освободились в зале суда, поскольку у полиции нет, как выяснилось, ни малейшего повода держать в помещении нас. И вот вчера, например, если нас задержали в 11 часов, то нам о задержании объявили только поздно вечером. И при этом отобрали мобильные телефоны, хотя это личное имущество, и оно не подлежит изъятию. Вот. Целую ночь нас допрашивали. И я считаю, под отделом полиции собралось 200-250 крымских татар, которые нас поддерживали. Гудками автомобилей, ну и морально. Это очень приятно, это позволяло нам держаться всю эту ночь. Из самого Херсона прислали следователя, потому что местные следователи сказали, из этого невозможно сделать никакого уголовного дела, даже административного. Вот, приехал следователь со своим адвокатом государственным, я так понял, ручным. И вот они целую ночь нас проводили следственные действия, на которые мы не соглашались. Мы имеем право соглашаться на следственных действиях в присутствии своего адвоката. Ну и вот после обеда мурыжили, после обеда привели в суд, и в суде все это сшитое белыми нитками дело развалилось. Я хочу выразить огромную благодарность крымским татарам, которые приехали и нас всю ночь поддерживают. Тут уже холодно, тут плюс 2 градуса, наверное, 0, а они всю ночь стояли под город-делом и поддерживали нас морально. Только вот благодаря этой поддержке, сплоченной поддержке крымского татарского народа, которого волнует судьба своего народа и волнует судьба людей, которые борются за его свободу и счастье, то есть мы продержались. Дуже дякуємо. Огромное спасибо, огромное. Дякуємо вам. Євген Яренцев, боєць батальйону «Айдар», був з нами на зв'язку.